Первым вопросом депутаты из Комитета по государственно-правовой политике рассмотрели законопроект о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими, должностными лицами и депутатами. В ходе прошлой сессии он был принят в первом чтении, и депутат Гиви Кварча предложил вынести этот законопроект на следующее заседание для принятия во втором окончательном чтении. С момента последней сессии до нынешнего комитета не поступало ни одного, так скажем, замечания или поправки от субъектов права законодательной инициативы. И хочу попросить членов комитета, председателя вынести данный законопроект на ближайшую сессию для принятия его во втором чтении. Единогласно 12 членов комитета одобрили вынесение закона о декларировании на рассмотрение в ходе следующей сессии. Следующий проект о внесении изменений в закон о выборах депутатов представлял спикер парламента Валерий Кварча. В числе прочих он предложил поправку об обязательном знании абхазского языка для желающих баллотироваться в парламент. Валерий Кварча сослался на закон о государственном языке, принятый в 2007 году. Руководители государственных органов власти Республики Абхазия, руководители их структурных подразделений, депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, руководители органов местного самоуправления обязаны владеть и пользоваться государственным языком Республики Абхазия. Данный пункт данной статьи вошло в силу только в 2015 году. Специально мы отсрочили, чтобы люди знали, готовились к тому, чтобы это стало реальностью. Но уже 6 лет прошло, у нас только сейчас возникает вопрос о включении обязательного знания государственного языка для регистрации кандидатов в депутаты парламента. Поэтому, да, есть какие-то трудности и так далее, но мы должны это сделать в конце концов. Председатель комитета Валерий Агрба напомнил, что аналогичная норма применена для кандидатов в президенты, и до сих пор в научных и юридических кругах спорят, не противоречит ли эта норма Конституции, где сказано, что и русский, и абхазский являются государственными языками в Абхазии. Есть якобы этим проектом ущемление иных прав этнических, которые имеют такой же статус в соответствии с Конституцией, обладает теми же правами и обязанностями, но в данном случае есть некая какая-то фильтрация, связанная там с искусственным барьером прохождения в законодательный или там какой-либо иной орган. Чем это связано? Ссылаясь на Конституцию 6 статьи, что русский язык также является наряду с абхазским языком госучреждений. И второй вопрос, меня уже как бы тоже в этом упрекали и говорили о том, что вот вы хотите ввести эту поправку в закон, и только с владением абхазского языка. А вы вот заседания парламента вы на абхазском языке проводите, вы законы пишете на абхазском языке. То есть у вас фактически этот барьер только для того, чтобы отсеять иные национальности, но вы сами, придя в парламент, будете только на русском языке вести дело производства, писать законы, публиковать законы. Ни один закон же на абхазском языке не выпущен. Спикер парламента Валерий Кварча предлагает разделять кандидатов в депутаты, исходя из того, какую школу они закончили. Если абхазскую, то требования о знании языка в случае принятия закона для них вступят в силу сразу же, а для выпускников неабхазских школ в 2027 году. Валерий Агрба предложил отложить вступление этой нормы в силу для всех. Если у нас до 4 класса есть только пособие, а в абхазской школе обучение выше, в старших классах на русском языке происходит. Знание бытового абхазского языка мы будем лингвистической комиссии в ЦИКе устанавливать. Или знание профессионального языка, или каких-то еще навыков, связанных с терминологией. Или еще. Насколько мы готовы, я к тому, Еремеевич, что готовы ли мы вводить сразу с момента вступления в силу. Может действительно оставить 27 год для всех, а за это время разработать программы, перевести абхазский язык в школах, чтобы выпускники тех же школ могли на абхазском закончить в конце концов обучение. Спикер парламента Валерий Кварча отметил, что эти поправки предлагаются не для того, чтобы не допустить кого-то в народное собрание, а наоборот, открыть возможности для кандидатов других национальностей, владеющих абхазским языком. Средняя школа нас готовит, чтобы мы говорили, писали и читали на абхазском языке. Это факт. Не только абхазской школы, но и армянской школы заканчивают ребята, которые понимают абхазскую речь. Если прижмешь, будут говорить на абхазском. Русские дети с удовольствием изучают абхазский язык. Кроме абхазцев, это препон никто не ставит в этом вопросе.
Свое мнение по вопросу обязательного знания абхазского языка для кандидатов в депутаты высказали члены комитета и приглашенные ученые. У нас есть Конституционный закон Республики Абхазия, статья 2, в которой написано: запрещается ограничение прав граждан на участие в выборах в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, рода и характера занятий, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов. Конечно, нужно, на мой взгляд, да, чтобы у нас не было разночтений и потом не было каких-то конфликтных ситуаций. Может быть, над этим тоже надо будет подумать, Валерий Еремеевич, чтобы мы как-то, наверное, поэтапно могли подойти к этому вопросу. Тысячу причин можно найти. Инал габле икается зва апсуа а школ каза япшахай грахамзе миширс. Вайшана зуёп апсуа архучка апсуа школ курахва. Уи хатар кайцет яха ахучка бри бипараква безшаз замдруа насу бри хылцо дшпаало. Уякан пи парламент тача апсша умхар калозар. Президент администрации Чапсшум Харка Лозер, Апсу института Чапсшум Харка Лозер, сразу жгисит гланшаезум, академия Чапсшум Харка Лозер, нас и ахи изахту Апсшу зимдро, депутатство вызовен яшизм зинзас яшизм, но Апсшу зимдро да депутатам харпсухам куиком. Нас я Апсшу зимдро безшазам, хапи интерес кварзуха. Басип шагатар епсазам хапа чагылара уси қорау иттазам упсыри хайгу ахункарра шумо убызшадзир улы шабо убызшадзир уи псроп уи хауп срагазым а депутатша это избранные ви жохук роп изгюзги убрих издырода анкала шахакшар Безша Вячеслав Чирик викон пиопи хараки шиздруа и усун такарканпи, а безша ейвепшима форма камо паипырхара, арчера, егопа хункарат мчалаги. Какие критерии компетентности языковой, да? Вот, допустим, экзамен, да? Есть вообще стандарты по критериям языковой компетентности, чтобы выяснить, соответствует ли кандидат вот по этим тем критериям, что он может стать депутатом. Я не знаю, есть ли такие, если нет, надо разработать их очень быстро. Кроме того, конечно же, нельзя применять одни и те же требования, да, критерии и к абхазцам этническим, которые окончили абхазскую школу, да, допустим, да, и к неабхазцам, окончили армянскую, русскую школу. Удастся общество многонациональное, как это вопрос решить? Нужно все-таки предусмотреть. То есть закон нужен и поправка нужна, но как это все сделать так, чтобы это не было инструментом дискриминации, не дай бог. Дали ли мы возможность нашим согражданам армянской национальности, русской, выучить язык полноценно? Дали возможность? Мои дети ходят в школу, в абхазскую школу ходят. И нет, даже в абхазской школе они вот выходят из школы, да, не знают абхазского языка. Те, кто не знал, и выходит незнанием. То есть школа наша не дает знания языка. Если говорить о школе, то в 2007 году появился закон, да, который не работает по сегодняшний день. И не работает, и причины этому наверняка есть, и эти причины надо понять какие. Да. И это не значит, что мы должны выпускать законы об абхазском языке, да, которые не будут работать и в дальнейшем. Сегодня это выглядит, вот этот законопроект выглядит как действительно дискриминация, потому что оно так и получается. У нас многонациональная страна. У нас, если мы говорим о школах, существуют армянские школы, в каждой школе существует сектор армянский, русский, абхазский. Извините, давайте изучать, тогда начнем со школы, изменим программу, начнем изучение абхазского языка наравне со всеми остальными языками. Вы говорите, в 2007 году приняли, уже сколько лет прошло, 13-14. Илья Титикович, уважаемый, можем и 37-й год, и 47-й. Ничего мы не сделаем. А то, что говорят в абхазских школах, не изучают язык, не иди, пожалуйста, в чиновники, занимайся любым другим делом. Много специальностей, бизнес, что хочешь делать. Ну, носитель языка, национальности абхазец должен знать язык. Еще одна поправка, предложенная спикером Валерием Кварча, касается обязательной военной службы в вооруженных силах Абхазии. Председатель комитета Валерий Агарба предложил уточнить формулировку. Вы предлагаете
поправку к принятому в первом чтении в отношении военнообязанных, прошедших военную службу в Абхазской армии. Это вот один вопрос. Не кажется ли вам, что здесь есть некое ограничение, не ограничение, скажем, а не совсем, может быть, корректно с точки зрения права в отношении лиц с ограниченными возможностями? Вот у нас был пример, когда у нас был человек, депутат с ограниченными возможностями, но он не может проходить военную службу и не может быть военнообязанным. Члены комитета не проголосовали за вынесение поправок к закону о выборах депутатов на следующую сессию. Вместо этого решено было доработать формулировки и рассмотреть на следующем комитетском заседании. Далее рассмотрели обращение представителей Конституционного и арбитражного судов. Они просят отсрочку на внедрение автоматизированной судебно-информационной системы. Нет технических условий вообще функционирования Конституционного суда, но они там временно размещены в помещении. Они просят отложить вступление в силу нормы Конституционного закона о судебной власти в части автоматизированной судебной системы для Конституционного суда с первого, какой они предлагают, на 3 года. Они предлагают отложить. За этот срок они планируют уже переместиться в свое помещение, где и будет оборудовано, это помещение будет оборудовано вот этой системой. Аналогичное примерно обращение было и от председателя арбитражного суда. Правда, председатель арбитражного суда более гибко подошел к этому вопросу и написал, что на более поздний срок, не установила срок, то есть на наше усмотрение. После обсуждения было решено снять вопрос с повестки, чтобы доработать формулировки и уточнить отсрочки. Последним рассмотрели вопрос возобновления гражданства и национального статуса жителей Восточной Абхазии, которые были грузинизированы в советское время. Такая ситуация сложилась в Гальском районе. Организованная общественная организация, это с 2014 года общественная организация существует. То есть в общественную организацию обращаются люди, то есть с заявлением о восстановлении своей исторической национальности, то есть такие фамилии, как Зухбая, Званбая, Тарбая и так далее, но не только жители Гальского района, но жители Ачамчирского, Ткварчальского района. За время существования этой организации, то есть с 2014 года, набралось около 600 заявлений. Из этих 600 заявлений, то есть удовлетворили 125 человек. 125 человек получили абхазское гражданство, в паспортах они записаны как абхазцы. Проблема состоит в том, что, значит, есть закон, который не разрешает, то есть гражданам Грузии вступать в абхазское гражданство. Среди членов комитета снова началась дискуссия, ведь ограничение на вступление в гражданство Абхазии для граждан Грузии было введено не случайно. С другой стороны, жители Галского района усилиями государства не имеют определенного статуса. Их судьба до сих пор не решена и непонятно, что делать этническим абхазам, которые хотят вернуться в гражданство. Голосование по этому вопросу тоже не состоялось. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ.